удачи. Удачи, а еще концентрация внимания и спокойствия выпускникам сегодня желают все, от родителей до организаторов ЕГЭ. Позади экзамен по русскому языку, впереди испытание царицы наук математикой. Надеюсь, мне не попадется сложная какая-нибудь производная. Вот. Вторую часть я не знаю, как пойдет. Думаю, на 4 точно, а там, может, и на 5, дай бог. Логарифмы и производные, уравнения и неравенства. Свои знания сегодня проверили 14 812 выпускников. Экзамен разделен на два уровня. Базовый для тех, кто поступает на гуманитарное направление, и профильный. Его сдают ребята, которым математика понадобится для поступления в вуз. Собираюсь в Москву, связанный с нефтяным направлением. Готовился, курс был у меня, и в школе, конечно, тоже подготовка очень хорошая была. На столах ничего лишнего, только паспорт, вода, ручки с черной пастой. За ходом экзамена следят 5000 татарстанских педагогов на 98 пунктах и столько же через онлайн-видеонаблюдение по всей стране. Использование либо неиспользование шпаргалок – это в интересах самих учеников. Созданы все условия для того, чтобы не использовали шпаргалки, а если будут использовать, их, конечно, увидят. Мы сможем, у нас все получится! В том, что все получится, не сомневаются и в Минобре республики. В прошлом году средний балл ЕГЭ по профильной математике составил почти 65 и превысил общефедеральный на 6. Если учесть результаты прошлого и позапрошлого годов, можно с уверенностью сказать, что дети наши хорошо подготовлены. В прошлом году у нас было 20 100-бальных результатов по математике. Это очень хороший результат. Экзамен по базовой математике продлится 3 часа, по профильной на 55 минут больше. Ученикам достаточно получить оценку 3 или набрать 27 баллов. А после, как рассказывают выпускники, они вместе отправятся отмечать последний в их школьной жизни День защиты детей. Пока выпускники празднуют их работу, уже поступили в сердце проверок. Республиканский центр мониторинга качества образования. Это особо охраняемый объект. Вход экспертов только по специальным именным пропускам. Эти кадры мы снимали заранее, еще месяц назад, а интервью пишем уже на улице. Все, что мы делаем, записывается и отправляется в федеральный центр. Работу ученика в пункте проведения ЕГЭ сканируют и отправляют по защищенным цифровым каналам. В центр она доходит в электронном виде. Эксперт, проверяющий письменные ответы, ни при каких условиях не может что-то в ней исправить или дописать. Тестовую часть проверяет компьютер и сразу направляет результаты в федеральный центр. Когда ребенок завершает свою работу и вот эти работы, когда уже загружается в систему, уже что-то исправить, что-то переделать, что-то доделать уже абсолютно невозможно. Мы тоже в этой системе абсолютно тоже используем как клиенты, мы тоже ничего не можем исправить. Сейчас в центре проверяют ЕГЭ по русскому языку, а завтра по математике. Результаты станут известны 16 и 19 июня. Алена Струминская, Лиса Саитова, Иван Худяков, ТНВ, Казань.